Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке. Мои дорогие зрители, гости канала, огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие, добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Земной вам поклон. Мои дорогие, тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Кто скоро постучит в вашу жизнь? Если тема вам интересна, посмотрите на песочек, назовите свое имя и задайте этот вопрос. Кто скоро постучит в мою жизнь? Если вы настроились, я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, кто же постучит скоро в вашу жизнь? Кто постучит? Ух ты, какой красавчик, да? Очень сильный человек. Послушайте, здесь человек по жизни, по судьбе, судьбоносный человек, ваш человек. Вы знаете, здесь идет, вот прям читается родство душ. Родство душ. Вот этот человек, вы его сами видите. Смотрите, какой сильный, какой красивый. Ну, тут мужчина. Тут будет, наверное, чисто женская отсыпка. Так что, если смотрят меня мужчины, вы извините. Пожалуйста, переходите на другие видео, либо на другие каналы. Здесь вышел именно образ очень сильного мужчины. С красивой фигурой. Спортивный, целеустремленный. Этот человек, у него, видите, как в руках огонь горит. Этот человек в жизни очень многого добился, либо добьется в жизни очень многого. Это победитель. Победитель, и причем, знаете, такой не кичливый, спокойный, уравновешенный, такой, знаете, знает силу своего слова, умеет отвечать за свои слова. И человек достаточно, знаете, внешне холодный, спокойный, но очень горячий внутри. Этот человек в вашу жизнь совсем скоро постучится. У кого-то это отыграется как новая встреча, свидание, знакомство, а у кого-то это отыграется как уже свидание, да, с любимым человеком, который к вам стремится всеми фибрами своей души. Понимаете, будет встреча, будет вот прям серьезный разговор. Там, где, смотрите, этот мужчина, он вам как кровь даст, да, либо, ну здесь... Вот если дословно, да, вот мужчина дает кровь, значит, он женщину берет под свое покровительство. А как можно это сделать? Позвать ее замуж, да, предложить вместе жить, общаться, да, вот на одной территории находиться однозначно. И смотрите, как вы к нему клонитесь, вы, скорее всего, примете это предложение. И смотрите, как он вас еще чем-то будет осыпать. Это могут быть подарки, это могут быть комплименты, и это могут быть прямо в смысле деньги, да. То есть, если у вас есть какие-то финансовые проблемы, либо вдруг у кого-то может так отыграться, что вы, ну, может быть, до этого на мужчину деньги тратили, либо помогали ему финансово. Ну, все бывает, да, что тут уж. Всякие случаи. Я не говорю про альфонсов, я говорю про действительно серьезные конкретные ситуации. То здесь он вас просто осыпет, да, то есть благодарность будет какая-то особая для вас идти. Так, вы знаете, с приходом этого человека, да, вот если вы уже общаетесь, тут еще кто-то в вашу жизнь войдет, кто-то маленький, скорее всего, либо его мама, например, если у него только мама есть, либо его ребенок, если у него есть ребенок. То есть в любом случае люди к вам тянутся, что мужчина, что вот его хвостик, назовем так. Причем, смотрите, вот этот хвостик, да, ребенок, допустим, ребенок, либо мама, они идут к вам с какой-то морковкой. Это какое-то наследство, либо какая-то будет вам благодарность именно вот от этого человека. Ну, например, да, просто пример. Вот вы выходите замуж за мужчину, у которого есть там сын или дочь. Сын или дочь вы принимаете как своего ребенка. Соответственно, этот ребенок также вас принимает, да, и потом о вас начинает заботиться, как о родной маме, да. Вот это вы будете встречать. Либо, например, это его мама, либо отец, да, либо какая-то родственница. То же самое. Вы принимаете ее, она принимает вас. И в будущем она вам что-то вот, ну, дарит, да, либо оставляет вам какое-то наследство. То есть благодарность идет. Замечательно. И еще один момент. Здесь вышел козел.
Ну вот он, да, видите, его козел такой, и у козла вот в руках палка торчит. Значит, мужчина ваш, вот этот, который вы знаете, с которым будет предложение, ну, может быть, у него есть какие-то проблемы, либо борьба, скажем так, за себя с какими-то серьезными оппонентами, либо, может быть, там преследования какие-то, либо вот больше связано с высокими людьми, да, либо высокие чины, либо законность какая-то. Вы не только примете от него все, что он даст, да, но еще будете участвовать в этой борьбе. То есть вы ему будете не только жена, любимая женщина, но и верная подруга. Вот это я вижу. Так, тут и страсть такая вот прям безумная, да, особенно вот для тех, кто у меня уже в определенном возрасте, кто думал, что все, да, там климакс пришел, презерватив на гвоздь, да. Нет, вот прям сами себе удивитесь. Так, и второй момент. Новая встреча с новым человеком. Смотрите, здесь прям кольцо у нас вышло. И здесь момент того, что... Смотрите, как бы это правильно сказать, да? Ой, головой понимаю, а слова что-то не хватает. Вот этот новый человек, он уже идет к вам. А вы вот такая вот, да, ну, если девушки смотрят, да, с поникшей головой, уже ни во что не верите, никому не доверяете, может быть, даже уже горьким опытом каким-то наученная. То есть, знаете, вот ходите и, ну, вообще не смотрите на мужчин, да, вот они для вас просто какой-то фон, как какая-то масса, да, масса людей. Кто они там, мужчины, женщины, там вообще не важно. Ну, тут больше похоже, что вы были очень разочарованы в жизни, какие-то тяжелые моменты пережили. Здесь либо вообще женщина была абсолютно одинока, причем очень долго, да, вот прям вообще никого. Никого не было, и она говорит, да никого и не надо. Вот. Либо женщина, которая обжигалась, причем конкретно обжигалась, вот так, что прям до угольков обжигалась. И которая сказала, все, с меня хватит, я живу своей жизнью, я не хочу больше боли, я не хочу больше страданий, идите-ка вы все мужики лесом. Вот. И вот этот человек, ему будет очень сложно вас добиться, ему будет очень сложно вас уговорить, раскрутить вас на любовь и на чувства, но он это сделает. Тут такие препятствия. Вы смотрите, вы от него раз прячетесь, вы от него второй раз прячетесь, вы будете рады, да, что вот появился, он будет вам нравиться, все будет, но какие-то моменты, когда нужно будет делать выбор, когда нужно будет двигаться вперед, вы вот почему-то вместо того, чтобы идти вперед, вы будете смотреть назад, вам будет страшно, вы будете понимать, что он не такой, как все, кто был до него, и вы будете видеть его особенности, вы будете чувствовать к нему любовь. Но вот этот страх, да, психологическая травма, которая, ну, она не затянулась в вашем сердце, она будет, конечно, очень сильно мечтать. Но вам повезло, мои дорогие. Мужчина очень терпеливый, мужчина даже без ваших, например, там, рассказов о своем прошлом, он все равно будет к вам тепло относиться и будет вас действительно вот как прекрасную розу, да, растить, поливать, омокучивать, там, не знаю, пылинки с вас сдувать будет. Вы растаете, он вас добьется. Вот эти отношения, они очень сложно ему дадутся, и он будет очень сильно их ценить. Вот это замечательно. Так что знайте, все будет хорошо. И еще хочу предупредить тех, кто у меня в браке. Вот у вас дельфинчик тут нарисовался такой вообще, знаете, озорной дельфинчик. Здесь у вас может случиться страсть, какая-то случайная связь, страсть, неважно, да, где-то вот вы познакомитесь, либо сойдетесь уже со знакомым человеком. Знаете, как говорят, бес попутал, да? Будьте аккуратны, потому что из-за ежесекундной страсти, из-за какого-то там мимолетного удовольствия вы можете потерять все, что вы имеете. Я вижу этот знак, и я не могу молчать, поэтому я вас предупреждаю. Если вы девушка свободная, если вы понимаете, что ну а чем мне это грозит, да, ну там пятнышко, может, на репутацию на мою упадет, и то, кому оно нужно. Тогда вы можете себя там порадовать, но если вы девушка статусная, если вы любите свою семью, если вы не хотите каких-то грандиозных там перемен, скандалов и прочее, лучше воздержитесь. Да.
Надеюсь, кому-то это поможет. Потому что здесь, понимаете, здесь пустое яйцо, и вот этот дельфин, это все-таки ну, какая-то пустота, пустая мечта, какая-то яркая страсть. Тут еще у нас жеребенок такой выходит, да, и вот двое с этого жеребенка падают. То есть, понимаете, вот как-то закрутит, да, вы оба упадете, как бы любовники, но цена, которую заплатит женщина, она, ну, извините меня, какая-то несправедливая, да, слишком большая цена, понимаете, слишком дорого вам дастся, там, не знаю, это ночь любви, если это будет ночь, а если это будет там час любви, так это вообще. Но не мне вас учить, я просто вам передаю то, что вижу в песке. Так, и еще по поводу мужчин, который идет. Он, конечно, не один на двоих. Это вот, смотрите, два разных образа у нас вышли. Но то, что характеризует, я вам сказала. Человек очень сильный, стабильный, уравновешенный внешне. Это важно. Почему? У него внутри огонь горит. Это может говорить о том, что он огненного знака, либо о том, что человек может накапливать в себе, ну, негатив, либо нервные какие-то потрясения, а потом момент взрыва может происходить. Но этот человек себя знает. В принципе, он вот если чувствует, что уже как накипело, да, он может себе разрядку дать. Но вы должны понимать, что это нормально, что многие люди, и не только мужчины, и женщины этим страдают. У меня сколько клиентов с такими проблемами были. Ему сложно строить личные отношения на самом деле из-за вот этой его особенности. Он ее знает, он с ней борется, он ее пытается контролировать, но не всегда это получается. Почему я вам это все говорю? Да потому что если вдруг такое случится, чтобы вы были поспокойней, это первый момент. Это может не только быть ваш адрес реакция, может быть даже в чей-то адрес, но вы как свидетель будете этой ситуации, это может вас напугать. И еще момент такой. Вы человек, вот ему идеально подходите, потому что вы спокойная сама по себе, спокойная, вы умеете брать себя в руки, вы умеете себя мобилизовать. То есть вы, может быть, и испугаетесь его такой реакции, а потом вы скажете: стоп, ну я же тоже могу так сделать, да, это нормально, люди так делают. И дадите ему там еще один шанс, да, себя проявить там с более лучшей стороны. Либо не побоитесь с ним поговорить на эту тему, да, вы не будете говорить: ой, так больше не делай, я там испугалась, напугалась, а вы ему скажете: слушай, ну вот если есть вот за тобой такой вот ну, психический момент, может мы с тобой там к психологу сходим, либо там обсудим это, либо какой-то выход найдем твоей вот этой энергетики. Вы очень, кстати, хороший вот собеседник, психолог, может вы действительно психологом работаете, либо навыки у вас в этом есть, поэтому ваша сила именно в том, какая вы есть, как вы относитесь к ситуации, как вы умеете выдержать удар, да, например. Поэтому, девочки, ну, тут идеальный подход, потому что вы вообще какие-то похожие и родственные души. Может быть, в прошлых воплощениях вы были вместе. Тут скорее вот любовные какие-то, да, моменты идут. Может быть, были мужем и женой, да, либо возлюбленными, которым не удалось, да, построить семью или быть вместе. Вы друг друга как будто бы через время, через пространство искали и наконец-таки нашли. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.